8 октября район посетил депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Рафаэль Мирхатимович Марданшин. В ходе рабочей поездки Рафаэль Мирхатимович вместе с исполняющим обязанности главы администрации района Ильдаром Мустафиным побывали в селе Бишкураево, где осмотрели детский сад, среднюю школу имени дважды Героя Советского Союза Мусы Игареева, строящуюся молочно-товарную ферму. Проинспектировали ход реализации программы поддержки местных инициатив в селах Игметово и Сюльтино. Посмотрели вновь построенный детский сад на 50 мест и спортивную площадку в селе Арсаево, новый дом для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и благоустроенную в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» территорию многоквартирных домов по улице Худайбердина в селе Верхнеаркеево. Подводя итоги, Рафаэль Марданшин дал свою оценку динамики развития района. Мы посмотрели и сам районный центр, посмотрели деревни, сельские советы. Ну и в первую очередь, конечно, хотелось посмотреть, как реализуются наши национальные проекты, как реализуются партийные проекты, ну и в том числе, как реализуются наши республиканские проекты, такие вот, как «Башкирские дворики». И очень приятное впечатление осталось от увиденного. Развивается не только центр, но и развиваются и сельские территории. И появляются новые, современные, оборудованные спортивные площадки. И самое главное, появляются дороги, появляются тротуары современные. И люди, конечно же, это сразу видят и оценивают. Я, конечно, вижу, что очень много стараются и сделать, завершить объекты к нашему празднику республиканскому, Дню Республики. И мы посмотрели и новые детские сады, и новые школы, и вот новые дома. И, конечно, здорово, что под такую дату такие красивые у нас объекты сдаются. И я бы хотел пожелать всем жителям Илишевского района дальнейших успехов. Хотел их поздравить сначала с праздником, с наступающим Днем Республики, пожелать им успехов, здоровья, благополучия. И, конечно же, успехов хотел бы пожелать Илишевскому району, чтобы он дальше развивался, дальше расцветал и становился красивее и комфортнее, чтобы люди здесь с удовольствием жили. Также в предпраздничные дни с рабочим визитом в районе побывал депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Рифат Габдулхакович Шайхутдинов. Депутат посетил школу в селе Штиряково, где в рамках программы поддержки местных инициатив завершился капитальный ремонт. Посмотрел спортивно-культурный центр и детский сад в селе Карабашево. Также побывал в стоматологическом отделении Центральной районной больницы. Здесь при его содействии было закуплено новое оборудование. Далее Рифат Шайхутдинов провел личный прием граждан. К нему в этот день с вопросами различного характера обратилось 7 илишевцев. По вопросу газификации участок, можно сказать, дом находится в сельском поселении Черкульский сельсовет. Построен. Есть большой микрорайон, новый, полевой. Рядом с ним, между деревней и дорогой, находится маленький такой маленькая улица. Да, на 12 детских домов. И вот сам микрорайон газифицирован? Нет. Микрорайон полевой не газифицирован. В этом году вот только что завершили проектную работу с экспертизой, документы у нас есть. В рамках вот этого проекта мы этот проект будем на следующий год пробовать Минсельхозовскую программу, опять-таки, соцразвития села, через него газифицировать данный микрорайон. Соответственно, там остался вот такой маленький уголочек. Он правду говорит. И вот с этим с жителями боимся, то, что если отстанем от этого проекта, то понятно. Без газа останемся. Останетесь на 12 домов без газа. Да. Но у нас решение следующее. Вот этот микрорайон, так как мы, вот микрорайон полевой, делаем газификацию, в рамках него, когда будем газифицировать, здесь пойдем технологическим присоединением. Потому что дом к дому, там все молодые, там они застраиваются. И поэтому лишние деньги не стали тратить, согласовали с «Газпромом», и путем технологического присоединения кто-то улицу небольшую мы сможем газифицировать. Я хотел бы поздравить илишевцев. Такой народ весь любит трудиться, умеет отдыхать, прекрасные сабантуи, много
великих людей родил район Илишевский. Вот, поздравляю, желаю всего самого наилучшего, благополучия в семьях, здоровья, обязательно ходить в масках и не болеть.